Здравствуйте, уважаемые абитуриенты! Меня зовут Шанина Юлия Александровна. Я заведую кафедрой русской литературы в Башкирском государственном педагогическом университете имени Мифтахетдина Акмуллы и являюсь руководителем образовательной программы магистерской подготовки «Русский язык и литература в поликультурном пространстве». Сегодня я вас познакомлю с форматом вступительных испытаний, которые необходимо выдержать для того, чтобы стать слушателем данной программы, чтобы обучаться в нашем университете по данной программе магистерской подготовки. Итак, вступительные испытания проходят на данную программу в дистанционном формате. И здесь комплексный экзамен, который предполагает, во-первых, прохождение тестирования и, во-вторых, прикрепление портфолио. Сначала поговорим с вами о тестировании. Значит, всего вам будет предложено ответить на 25 тестовых заданий, которые соответствуют 5 основным тематическим разделам. Это лексикология, синтаксис и пунктуация, орфография, теория литературы, история русской литературы. То есть из 25 вопросов у вас обязательно будет 5 вопросов по лексикологии, 5 по синтаксису и пунктуации и так далее. Всего для тестирования вам будет выделено только 60 минут. Обратите внимание, что в расписании экзаменов обозначено очень широкий временной диапазон, когда вы можете зайти и начать тестирование. Но в итоге все равно именно вам лично после входа будет выделено только 60 минут. И для того, чтобы принять участие в конкурсе, вам необходимо набрать 50 баллов. Но максимально вы набираете 100 баллов, но эти 100 баллов складываются и из теста, и из оценки вашего портфолио. Дистанционная форма сдачи экзамена предполагает не только подготовку теоретическую, предметную, но и техническую. Прежде всего, до начала экзамена вам необходимо убедиться, что у вас есть логин и пароль для входа в вашу учетную запись. Этот логин и пароль вам будет выслан на электронную почту. Но обратите внимание, что часто происходят такие технические ошибки, сбои. Письма попадают либо в спам, либо в папку промо-акции. И вам необходимо внимательно эти папки проверить. И если вы убедитесь, что вам письмо все-таки не дошло, вам нужно обязательно по горячей линии связаться с приемной комиссией для того, чтобы накануне экзамена получить логин и пароль. И полученный пароль уже от приемной комиссии при первом входе вы меняете на оригинальный свой, и вам необходимо его запомнить, записать где-то, зафиксировать, для того, чтобы вы потом смогли зайти в свою учетную запись. То есть вот этот первый пароль, который был дан комиссии, уже не будет поработать, будет работать тот, который вы обновленный, который вы обновили. Перед экзаменом необходимо прикрепить цветное фото с вашей, где было бы видно ваше лицо, и разворот паспорта обязательно. Время, еще раз повторю, время на проведение экзамена ограничено, вам будет дана только одна попытка на прохождение экзаменационного испытания. Будьте внимательны, проверьте заранее, ничто ли вас не будет, чтобы вас ничего не отвлекало, чтобы у вас было устойчивое подключение к интернету, без всяких сбоев, потому что, еще раз повторюсь, попытка только одна. Прежде чем приступить к испытанию, необходимо познакомиться с инструкцией. Вы ее найдете в личном кабинете абитуриента, и на слайде указан путь, выделено красным цветом, где расположена инструкция, которую вы должны внимательно прочесть. Проходят вступительные испытания по расписанию, они уже размещены на сайте приемной комиссии БКПУ. Первоначально вам нужно зайти на сайт приемной комиссии, выбрать уровень образования, на который вы подали документы, это магистратура,
и зайти в раздел «Расписание вступительных испытаний». На слайде обозначено, куда вам необходимо пройти, по каким ссылкам. Вступительные испытания по данной программе состоятся 9 августа для тех абитуриентов, которые подали документы до 6 августа. Для тех абитуриентов, которые подали документы 7 августа, позже вступительные испытания состоятся 19 августа. Резервные дни в первом случае 17 августа, во втором случае 21 августа. Но обратите внимание на то, что вы получите право сдать экзамен в резервный день только в том случае, если у вас будет уважительная причина, которая будет иметь какое-то документальное подтверждение. Да? Ну и расписание также есть на сайте приемной комиссии, еще раз повторюсь. Как подготовиться к сдаче вступительного испытания? На сайте приемной комиссии размещена программа вступительного испытания. Здесь же опять вы выбираете уровень магистратуры и находите свою программу, на которую вы подали документы «Русский язык и литература» в поликультурном пространстве. В программе вступительных испытаний подробно расписаны тематические разделы, по которым у вас будут проверяться ваши знания, то есть расписано содержание, что вы должны знать. И здесь на слайде вы видите какие примерные задания по русскому языку. Задания различные, и они разных типов. Естественно, эти задания на разные синтаксические и грамматические, орфографические правила. Самая главная рекомендация для вас – это внимательное чтение задания, потому что очень часто экзаменуемые торопятся и пропускают важные моменты. Ну, например, 7 задание. Укажите все цифры, на месте которых пишется удвоенное n. Вот вам нужно внимательно посмотреть, удвоенное n или все-таки одна n, да? Или укажите предложение, в котором неверно употреблено слово. Вместо неверно может быть верно, да? И вот что вы ищете, это выделено уже, в общем-то, обозначено в самом вопросе, но, пожалуйста, будьте очень внимательны. На этом время экономить не нужно, потому что от этого зависит успех прохождения испытания. Задания по русской литературе касаются проверки уровня владения терминологией, да. Здесь будут обязательно задания на атрибуцию текста, но в целом задания ориентированы на школьную программу, потому что на программу магистерской подготовки могут поступить абитуриенты, которые уже имеют высшее образование в разных предметных областях. Каковы требования к портфолио, которые вы предъявляете, которые вы прикрепляете? Ну, действительно, вы сначала должны прикрепить в приложении к диплому о высшем образовании, и лучше это прикрепить в виде вордовского документа и с обозначением средней оценки в дипломе образования, потому что я, как председатель предметной комиссии, к вашим личным делам доступа не имею, и мне предметная комиссия не будет давать, вернее, приемная комиссия сама не даст среднюю оценку в вашем дипломе, поэтому вам нужно просто приложить вордовский документ, где вы сами посчитаете среднюю оценку в дипломе и, допустим, скан приложения к диплому о высшем образовании. Сюда могут входить также удостоверения о повышении квалификации, сертификаты, которые подтверждают ваше участие в каких-то профессиональных конкурсах, методических семинарах, конференции. Возможно, у вас уже есть публикации в области филологии, есть какие-то методические разработки, профессиональные достижения, которые вы представляете, допустим, на своих личных страницах, да, как учителя русского языка, литературы и так далее. То есть вот все материалы, которые связаны с этой профессиональной деятельностью, какой у вас уже в этом сфере есть накопленный опыт.
Если у вас после прослушивания консультации возникли еще какие-то вопросы, вы можете обратиться ко мне с личными вопросами по адресу электронной почты. Она представлена на слайде, буду рада ответить на ваши вопросы. Большое спасибо за внимание. Я вам желаю успешного прохождения итоговой аттестации и буду рада работать с вами и буду рада приветствовать вас в стенах нашего университета уже в качестве магистрантов. Всего доброго, до свидания.